Италия. Страна, чей вклад в мировую культуру неоценим. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Антонио Вивальди, Федерико Феллини – все они и многие другие прославленные творцы жили и творили в такой маленькой и очень уютной Италии. Не побывать в этой стране мы просто не имели права и направились прямиком в ее столицу. Салям алейкум, достлар. Чао, рагazzi. Мы с вами в Италии, в Риме, а это значит, что мы будем на протяжении всего нашего путешествия очень вкусно есть, пить и наслаждаться прекрасным. Рим называют вечным городом, и побывав здесь хоть раз, понимаешь, что это сущая правда. В нем идеально сочетается архитектура разных эпох. Есть древний город, средневековый Рим, Рим эпохи Возрождения и, конечно же, современный европейский Рим. Большинство зданий, построенных в центре Рима, построены на древнейших развалинах Римской империи. И, собственно, это здание не исключение. И дизайнеры этого здания оставили на всеобщее обозрение эти древнейшие развалины. Главная достопримечательность древнего города, конечно же, Колизей. Это место невероятной силы с безумной энергетикой. Когда-то здесь сражались гладиаторы и вершили судьбы миллионов людей. А теперь это одно из самых популярных туристических мест планеты. Недалеко от Колизея расположен Римский форум. Это центральная площадь и сердце древнего Рима. Здесь вас ждет невероятное количество храмов, колонн, арок и, конечно же, роскошных скульптур. Просто поразительно, как римлянам удалось сохранить все это богатство в таком хорошем состоянии. Здесь этим постройкам и монументам уже более 2000 лет. Видимо, в ту эпоху действительно строили на века. А это не совсем приметная площадь, очень знаковая в Риме. Называется она Ди Торре Арджентина. И именно здесь был убит Цезарь. И, собственно, знаковые слова «И ты, Брут» были сказаны именно здесь. За моей спиной могила неизвестного солдата, а весь этот комплекс возведен Муссолини. Ну и, собственно, вечный огонь. Ценители итальянской моды знают, что именно в этом районе расположены бутики всемирно известных брендов, таких как Gucci, Salvatore Ferragamo, Chanel, Fendi, Dolce Gabbana и многие другие. Но если вы не готовы тратить огромные суммы на одежду, лучше потратить время на прогулку по живописной соседней улочке – Via dei Corsi. Здесь же вы встретите самый красивый и известный фонтан в мире – фонтан Треви. В 50% моих поездок в Италию мне не удалось увидеть и насладиться фонтаном Ди Треви. На мой взгляд, это, наверное, один из самых крутых фонтанов всего мира. Это действительно так. Ну и по традиции прокинуть монетку, что я с удовольствием и сделаю, и, собственно, еще не раз сюда вернусь. Но лично мне больше всего приглянулся другой район города – Старый Рим. Здесь вас ждут неповторимые по своей красоте объекты – Пьяцца Навона, Касса ди Пьетро и, конечно же, Пантеон. Кстати, Пантеон
– это античный храм всех древнеримских богов и воплощение величия Римской империи. В нем расположены могилы первых двух королей Италии – Виттория Эммануэля II и Умберто I. Предполагается, что пантеон был построен во II веке нашей эры. Этот район состоит из традиционных узеньких улочек, а стены домов выкрашены в теплые терракотовые цвета. Именно здесь вы найдете настоящую традиционную Италию. Особенно красив и загадочен этот район в ночное время, когда его извилистые лабиринты из улиц освещают старинные лампы. Пьяцца Навона – моя любимая площадь в Риме. В древние времена здесь был стадион, затем городской рынок. Сейчас же это площадь искусств. Здесь всегда можно приобрести картины местных художников и попробовать домашние итальянские сладости. А во время праздников еще и покататься на каруселях. Здесь же находится одно из моих самых любимых заведений Рима – магазин мороженого «Гром». Это чуть ли не единственное мороженое в Италии, которое на все 100% производится из натуральных ингредиентов, без добавления консервантов и красителей. Сюда я могу ходить по 4-5 раз в день. И именно здесь я убедился в том, что лучшее в мире мороженое итальянское. И это, друзья мои, правда. А сейчас мы находимся около магазина Gelateria Grom. Это единственное натуральное мороженое, которое я так сильно люблю и, собственно, всегда жду в Риме. Рим не просто столица Италии. Это еще и город, в котором поместилось целое государство – Ватикан. Государство Ватикан имеет свою банковскую систему, свои паспорта, собственно, все атрибуты государства, как и свою границу, которую мы сейчас будем просто так пересекать. Правда, площадь этого государства всего 1 квадратный километр. Со всех сторон Ватикан окружен территорией Италии, а общая длина его государственной границы чуть более 3 километров. Но вы не увидите ее, так как вход в Ватикан свободный, а пограничные посты просто отсутствуют. По сути, Ватикан – это огромная площадь Святого Петра с одноименным собором, апостольским дворцом и несколькими церквями. Здесь живет и молится Папа Римский. Всего же в Ватикане проживает не более 600 человек. В основном это католическое духовенство. Говоря о Риме, стоит упомянуть о царящем здесь культе еды. В этом городе просто невозможно остаться голодным. Прекрасные итальянские рестораны поджидают вас буквально на каждом шагу. Некоторые из ресторанов весьма необычны. В Италии, особенно в Риме, очень популярные заведения, которые находятся в каких-то исторических зданиях или достопримечательностях. Сейчас мы находимся в одном из таких заведений, который находится в музее различных скульптур. Впрочем, свой любимый ресторан я уже нашел. Это Антика Траттория Полеза с ее изысканной кухней и дружелюбным персоналом. Этот ресторан, который находится в центре Рима и работает с 1960 года. Что же такое Италия? Италия – это очень-очень вкусная еда. И, собственно, сейчас я немножко вас с ней познакомлю. Я думаю, что многие из вас уже были в Италии и знают, что же такое вкусная еда в Италии. Но те, кто не знает, для них это будет новое. Начну я с инсалата ди маре. Это салат с морепродуктами, свежайшими средиземноморскими морепродуктами, которые просто не оставляют равнодушным ни одного человека. Ну, по крайней мере, я именно из таких. Конечно же, это пицца кваттро формаджи.
это просто волшебство какое-то. Именно в этом заведении лучшая пицца Quattro Formaggi, которую я когда-либо в жизни пробовал. Ну и что касается римской кухни, это, конечно же, артишоки, приготовленные исключительно по римскому рецепту. Следующими мы будем пробовать такие блюда, как лазанья аль форно ди каза. Это лазанья из печи, которая приготовлена по домашнему рецепту. А также запеченная телятина, стейк из телятины с картофелем. И, конечно же, все это по лучшим итальянским рецептам. В общем-то, лучше и не придумаешь. Бон аппетитто! Ну что, преодолев 100 с небольшим ступенек, открывается замечательный вид на город, на замечательный Рим. Эта моя поездка запомнится вкусной едой, улыбчивыми итальянцами и чувством невероятной свободы и легкости, которая охватывает любого оказавшегося в древнем, но таком живом городе – Риме.